В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В системе высшего образования говорят о новой архитектуре образования. Что это значит и какова будет реализация? Об этом мы поговорим с гостьей в студии Галиной Парниковой, заведующей кафедрой английский язык и перевода Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ. Галина Михайловна, здравствуйте. Что меняется в системе высшего образования, если речь пойдет о ее новой архитектуре? Мир изменился. Изменилась ситуация в стране. Образование тоже меняется. В первую очередь нужно упомянуть о том, что мы вышли из системы Болонского процесса. Но это не означает, что мы автоматически вернемся к советской системе. Изменились нормативные документы. В 2024 году будет составлен новый перечень абсолютно новых специальностей, которых мы будем готовить. Второй важный момент – это сетевая организация реализации программ, будь то бакалавриат, магистратура, дополнительное образование. Третий важный момент – это цифровизация. Она задела все процессы в ВУЗе, будь то документооборот обычный, который мы сейчас используем в повседневной жизни, либо же это организация пар лекций в дистанционном формате. Ну и еще один важный момент – это акцент на дополнительное образование. Неважно, какое у вас образование есть, дополнительное образование сейчас особенно актуально, потому что любые компетенции вы можете нарастить в связи с требованиями рынка. А это дополнительное образование можно получить только если есть основное какое-то? Да, конечно. А как СВФУ вписывается в тренды новой архитектуры образования? Очень хорошо вписывается. Мы всегда в тренде. Мы хотим не просто формально войти в какие-то рейтинги, будь то они самые престижные. Мы на самом деле хотим трансформировать образование и активно участвуем. Например, Министерство образования и науки РФ в прошлом году запустило программу «Приоритет 2030». В этой программе участвуют все ведущие вузы страны, в том числе СВФУ. С большим удовольствием констатируем, что мы вошли дважды в базовую часть. Цель наша, конечно, войти в специальную часть, там совершенно другое финансирование, но тем не менее у нас уже хорошие результаты, мы движемся вперед. А почему именно кафедра английский язык и перевод активно участвует в вопросах трансформации образования? Ну, это извечный спор физиков и лириков. Кто важнее сегодня, кто востребован на рынке. Сейчас самое важное – это информация. А мы можем получить информацию на двух языках – на английском и на русском. Английский язык всегда был языком международного общения. Он был, остается и будет. Конечно, мы понимаем, что впереди у нас сотрудничество с Китаем, и мы тоже делаем какие-то шаги в этом направлении. Но, тем не менее, если вы владеете английским языком, вы можете получить доступ к любой информации, в любой точке мира. Сидя, например, в Барагонцах, Бердигистяхе, Верхневильвейске, вы можете посетить музей. Но если вы владеете английским языком, вы не просто посмотрите картины, вы получите больше удовольствия, если прослушаете аудиогид. А какие самые интересные проекты реализуются на вашей кафедре? Ну, кафедра реализует много проектов. В данный момент нас интересует то, чем мы очень активно занимаемся. Это проект, который называется «Кафедра 360». Наш университет реализует 3 стратегических проекта. 2 из них связаны с Арктикой, с жизнедеятельностью человека на севере. Нас интересует 3 – цифровая экосистема. В этом проекте есть подпроект «Университет 360». Но раз есть университет 360, должна быть кафедра, которая реализует это на практике. В модели есть 6 элементов. Из них 2 элемента мы реализовали и опробировали в прошлом году. Это образовательное брокерство и перезачет результатов формального и неформального образования. Получили доказательную практику. Мы выиграли конкурс «Архипелаг», который прошел в Севастополе. Огромное количество участников, было больше 100 вузов. С большим удовольствием сообщаю, что мы вошли в число призеров наряду с другими ведущими университетами. И в этом году мы реализуем еще 2 проекта. Первый называется «Менторство», и мы уже начали работу в этом направлении. В данном случае речь идет о том, чтобы изменить дизайн 7-8 этажа, там, где мы находимся, где наши студенты учатся. И нам помогают в этом менторы, а именно преподаватели кафедры архитектуры и дизайна. Это вот спасибо директору института, инженерно-технического института Архангельской Екатерины. И также нам помогает дизайнер Тимофеева Кюдей. А у студентов у нас есть творческая группа, 14 человек, и инициатором там был наш студент староста 3-го курса Алик Вартылин, а организатором Алекс Соловьев, студент 1-го курса.
Ну и второй проект, который мы хотим реализовать в рамках университета 360, это новые модели возмещения финансовых затрат. Понятно, что у нас есть и бюджетные места, и коммерческие, но население не хочет слышать уже о кредитах, оно перекредитовано, поэтому мы в поиске новых моделей возмещения затрат на обучение. Можете рассказать об этом подробнее, что это могут быть за новые модели возмещения? Но студент заключает, или будущий студент заключает договор с организацией, куда он планирует трудоустроиться, плюс банковская сфера, и потом уже из своих будущих доходов он возмещает это, ну, плюс страховая компания, естественно. Тоже это хороший вариант, да. Как инструмент. Да. А что все-таки важнее, новые идеи в образовании или человек? Человек. Потому что именно человек реализует все идеи, которые касаются трансформации человека. И наш человек — это студенты кафедры 400, те, которые обучаются по направлению педагогическое образование, лингвистика, зарубежное регионоведение. И, конечно же, контингент преподавателей, а их у нас 30. Все наши преподаватели свободно владеют 2 иностранными языками, в первую очередь английский. Но мы продвигаем и китайский язык. И на нашей кафедре английский язык и перевод сейчас работают 5 преподавателей китайского языка. Цихун Вэй — это китаист, который закончил у нас магистратуру, аспирантуру. Мы надеемся, что в ближайшем будущем он выйдет на защиту и защитит кандидатскую диссертацию по филологии, а также 4 предметника, 2 основных и 2 приходящих по внутреннему совместительству с кафедры восточных языков и страноведения. Галина Михайловна, расскажите о мероприятиях, которые планирует ваша кафедра в ближайшем будущем. Ну, самое ближайшее будущее мы запускаем переподготовку. Поскольку мы выступаем за кратное увеличение сетевого сотрудничества, то с нами вместе сядет на программу переподготовки Севастопольский госуниверситет. Они отвечают за блок по педагогике, психологии, нормативная документация. Мы отвечаем за практику по английскому языку. Курс будет вести Элизабет Порч, это американка, которая работает у нас на кафедре. Методику преподавания буду вести я, и предусмотрена стажировка и так далее. Весь курс — это 300 часов. Мы хотим дать возможность нашим студентам получить 2 диплома. Поэтому в первую очередь это нацелено на студентов старших курсов, но также мы приглашаем сотрудничать действующих учителей, а также всех учителей, которые хотят получить дополнительную квалификацию. В конце концов, любому директору ВУЗ выгоднее держать на одну ставку преподавателя одного, учителя одного, который может вести и английский язык, скажем, и русский, тот же воспитатель в детском саде или, допустим, выпускник СПО. Насколько интересную жизнь ведут ваши студенты? Очень интересно. В понедельник мы проводили мероприятие профориентационное, которое было посвящено Восточному Новому году. 121 студент нашей кафедры изучает китайский язык в качестве второго. Все это будущие учителя английского и китайского языка. В этом году мы открываем набор на 2 новые программы. Мы замахнулись на медиакоммуникацию, там, где мы никогда не были. Программа называется «Иностранные языки в креативной экономике». И опять-таки в качестве второго иностранного языка мы предлагаем китайский язык. Мы открываем новый профиль «Американские и азиатские исследования» и новую магистратуру «Образовательное брокерство». Ну и помимо наших стандартных программ. Направления все очень интересные и достаточно современные. Галина Михайловна, давайте еще, у нас осталось время, поговорим. Что на этот год запланировано из таких вот ключевых? Вы много чего перечислили из мероприятий. Что еще, может быть, есть, о чем стоит рассказать, но я не спросила? В прошлом году университет в рамках «Приоритет 2030» запустил конкурс творческих инициатив. Всего участвовало 130 проектов. 18 из них вошли в финал, в том числе мы, и мы начали трансформацию нашей кафедры. В этом году в феврале будет опять объявлен повторный конкурс. Я надеюсь, что мы опять-таки подадим и пройдем, но уже с другим масштабом, с другим финансированием, с другими идеями. Ваша кафедра так активно развивается и очень инициативная. Есть ли у вас внутри университета, может быть, какая-то борьба между кафедрами? Ну, конкуренция должна быть, но я считаю, что конкуренция должна быть здоровая. У каждого учебного подразделения или у каждого вуза есть свои конкурентные преимущества, но преимущества должны быть взаимовыгодны. У кого-то лучше наука продвигается, у кого-то лучше производственная база, у кого-то человеческий потенциал. Поэтому мы предлагаем дружить, а не бороться.
А что насчет, например, университетов и кафедр Дальнего Востока? Но мы дружим с Дальневосточным федеральным университетом. Вообще мы предлагаем сотрудничество не только вузам, но и банковской сфере, любым другим финансовым организациям, СПО, детским садам, чтобы они приходили к нам на кафедру, чтобы выходили на нас. Мы готовы к сотрудничеству. В этом году в рамках «Приоритет 2030» с нами сотрудничают 13 различных учреждений, начиная от Нижегородского лингвистического университета, заканчивая Уральским государственным университетом. То есть география у нас очень обширная. Обширная. В начале нашей беседы вы рассказали, что планируется внедрение новых специальностей. Может быть, расскажете, что это за специальности? Ну, если вы посмотрите любого руководителя нашего региона и вообще по стране, вы поймете, что базовое образование зачастую очень отличается. Фундаментальное образование – это, конечно, важно. Ну, к примеру, у меня классическое образование, филолог, преподаватель английского языка. Я работаю по специальности, но получила дополнительное образование в качестве, ну, например, магистратуры у меня есть, не считая аспирантуры, докторантуры. И магистратура была управление человеческими ресурсами. Это было дополнительное образование, исключительно моя внутренняя мотивация и желание. То же самое в отношении наших руководителей. Я думаю, что не все они экономисты или юристы, но дополнительное образование, какие-то управленческие навыки они получили в рамках этого. Мы понимаем, что все сейчас диктует рынок труда. Возьмите ЕКТ или Суперджоп или Headhunter. Работодатели уже конкретно указывают, что ему не нужны определенные знания, ему нужны компетенции. Нормативка у нас отстает. Но приходится ориентироваться. Поэтому мы открываем новые профиля, мы меняем имеющиеся сейчас у нас профиля и хотим соответствовать рынку труда. То есть конкуренция у нас не только внутри вуза, но и внутри региона и, в принципе, внутри страны. Галина Михайловна, спасибо вам большое, что пришли. У вас очень интересная и насыщенная кафедра. Желаем только процветания и реализации всех ваших идей. Спасибо. Спасибо большое. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.